Булат Юсупов, гость программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Говорим о создании картины «Дневник поэта» прямо сейчас. Булат, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас производство картины и какие смыслы вы вкладываете в этот фильм? Ну, мы сейчас отсняли 39 смен, фактически съемочный период закончился, у нас осталась одна смена в Самаре, и, в общем-то, мы готовимся потихоньку к следующему этапу, это компьютерная графика, это запись музыки, это монтаж, это вот как бы цветокоррекция, то есть достаточно долгий продакшн будет у нас, вот, поэтому как бы вот мы немножко переходим в другое качество. Какой смысл вкладывал в картину? Прежде всего, хотел сказать о человеке, потому что, знаете, Рами Гарипов — это все-таки фигура, мне всегда было интересно, и я нашел историю именно чисто человеческую. И прежде чем появиться как бы поэзия, прежде чем появиться какие-то действия у человека, должен сам появиться человек. И мне, как режиссеру, было очень интересно читать его дневник, как такой откровенное какое-то как бы изложение своих идей, мыслей, переживаний. И мне кажется, что вот Рами Гарипов интересен с позиции как человек, прежде всего, как человек, который сформировался и сохранил как бы свои идеалы, свою как бы веру, свой выбор. Вот время, в которое жил Рами Гарипов, про него говорят, что он сам был противоречивой личностью, он хотел помогать народу, но был непонятым. Вот как вы смотрите с этой точки зрения на его биографию? Вы знаете, меня не совсем, и, наверное, это будет некоторая такая, как скажем, непопадание в общий мейнстрим этого фильма, потому что многих интересуют вот такие акции, митинги там, или там, какие-то конфликты, там, выступления на телевидении. Там. Мы, как бы, скажем, изучаем другую как бы, историю. Я изучаю, прежде всего, человеческую историю, просто до того, как он стал вот этой личностью. То есть мне интересно как бы предыстория поэта. Как он, попав в сложные семейные обстоятельства, потому что там бытовые проблемы, там была, не буду рассказывать все, как скажем, сюжетные повороты, там были семейные трагедии, которые заставили его как бы вернуться опять в деревню, в родной район, да, и там он как бы задает себе вопросом, а что делать дальше? Либо не следовать тому пути, который выбрал, который очень сложный, либо все-таки вернуться и заново как бы брать высоту. И мне кажется, вот Рами Гарипов в этой части, он очень похож на многих героев, тех людей, которые прежде всего преодолевают вот такое внутреннее противоречие и находят какой-то выход. Ну и в целом Рами Гарипов — это фигура для культуры, она достаточно символичная, потому что, во-первых, это первый представитель башкирского народа, который учился в Литинституте, который там по направлению поехал, поступил. Во-вторых, человек очень много занимался переводческой деятельностью. То есть человек не только как бы занимался творчеством, но еще был цивилизатором. То есть он мог, помимо его организационных способностей, умение, как бы скажем, зажигать звезды вокруг, потому что за ним идет целое поколение поэтов, он в то же время очень много вложился именно в такое вот привлечение мировой культуры в национальную поэзию. И в этой части, мне кажется, вот образ Рами Гарипова очень такой, очень пример хороший сегодняшнему поколению, потому что мы тоже сегодня должны быть открытыми, должны быть очень коммуникативными, да, должны не зацикливаться только на себе, да, а уметь как бы инкорпорировать какие-то мировые процессы. Мне кажется, Рами Гарипов в тот период — это такой пример именно такого человека. Команда, с которой вы работаете, и актерский состав? Актерский состав, значит, у нас Артур Кунакбаев, главный герой. Также вот у нас впервые, возможно, в республиканском кинематографе одну роль играет там 3 возраста. Это Ленар Баитов, это студент, это он играет как бы подростковый период. И младенчество, вот 9-летний, 8-летний Рами, это Арслан Крымчурин. То есть вот основные главные герои. Помимо всего этого, там актеры молодежного театра, актеры Башдрамтеатра, то есть все как бы наши как бы хорошие мастера, которые тоже снялись в картине. Ну а группа съемочная достаточно профессиональная. Это прежде всего художник-постановщик Айгуль Байрамгулова, Пусницев Гика. Это очень большой мастер, может, лучший художник-постановщик. Это продюсер Леонид Филинов, который, в общем-то, занимается популяризацией культуры, да, кинематографа в республике. Он главный, как бы, скажем, такой движок продюсерского процесса. Это Амбарцумов Стас, который выпускник Московской школы кино. Он родом из Стерлитамака, как бы жил у нас в республике, он уехал в Москву, и, в общем-то, мы с ним интересно сработались. И это огромное количество у нас и кастинг-директора, это и в данном случае и киностудия сама, специалисты киностудии тоже участвуют. Потому что это в принципе, это киностудийный проект, киностудия Башкортостана.
Наши коллеги с интернет-ресурсов писали о том, что бюджет составляет картина «Дневник поэта» 24 миллиона рублей почти, да, при этом 70% израсходовано уже средств. И особенность этой картины в том, что народная поддержка была оказана существенно. Если сейчас нужны ли средства, во-первых, да, и во-вторых, те, кто захочет оказать помощь, то каким образом они это могут сделать? Значит, проект действительно инициирован общественным движением. То есть мы в первый год, в 2019 году, в 2020 мы собрали почти 1,5 миллиона рублей. То есть на эти деньги мы сделали проект режиссерский, написали сценарий, сделали первый трейлер фильма, то есть провели пробы. И в этой части я очень благодарен, как бы скажем, людям, которые поверили в нас и вложили в нас деньги. Ну и главный партнер это, конечно, государство, потому что в лице Министерства культуры, указом главы республики поддержан проект. И мы сегодня на самом деле... Действительно, проект имеет такой бюджет не потому, что мы там завышаем какие-то цифры там, гонораров, да, прежде всего, потому что мы очень большая эпоха историческая. Это и 50-е годы, это Москва, это деревенские декорации, это Уфа, у нас было очень много сцен таких со снегом, мы построили около 13 декораций, и в этой части это такой, мне кажется, технологический творческий прорыв. Мне кажется, что в этой части каждый желающий, кто хочет поддержать, продолжать. В современном кинематографе, понимаете, деньги собираются на всех этапах, да, то есть и на сценарном проекте, и на подготовительном периоде, и на съемочном, на постпродакшене. Поэтому все деньги, которые мы собираем, мы пускаем в производство. Поэтому сайт дневникпоэта.рф, там есть тизер фильма, там есть все реквизиты. Пожалуйста, мы будем очень рады любой поддержке. Связано ли то, что вот сейчас не хватает немного средств, да, для окончания работ на сроки выхода картины? Нет, мы изначально поставили те приемлемые сроки, вот как обычно снимают кино. Да, то есть первая премьера у нас будет в феврале. То есть мы в любом случае ее закончим. Но прокат мы выйдем только осенью 2022 года. Это связано с тем, что мы хотим очень активно поработать на фестивалях класса А. То есть фестивали, у них условия, чтобы картина, первый показ, первая премьера была на их площадке. Вот. Вместе с этим мы хотим действительно качество поднять. Мы хотим пригласить и Спивакова дирижировать оркестром для фильма. Мы переговорили со студией «Муха», которая будет заниматься графикой. И мы хотим сделать хороший качественный цветкор. На московской студии уже предварительно переговорили и насчет звука качественного. То есть мы хотим сделать 5.1 Dolby Stereo. То есть по всем стандартам мы хотим поднять картину на тот формат, чтобы он был как бы принят как общественным зрителям, так и профессиональным сообществом. Есть ли вероятность, что увидит не только Башкирия, но и вся Россия? Мы ставим одну из задач с директором киностудии, с Юниром Миневым, в тем, чтобы мы хотим подписать как можно больше кинотеатров. То есть наша задача в том, чтобы этот проект стал федеральным. То есть мы хотим сделать так, чтобы искусство, оно на самом деле не должно иметь границ, ни региональных, ни страновых. Да? То есть, поэтому мы все сделаем, чтобы картина максимально в больших точках была показана и как бы рассказана о нашей культуре. Всемирный Курултай Башкирии объявил о том, что следующий год будет годом культуры. Если взять в целом вот ваш взгляд на состояние культуры и роль кинематографа в нем, то какие задачи сегодня стоят? Какие-то, может быть, другие проекты вы планируете запускать? Вы знаете, мне очень понравилось выступление Нарт Курултая, главы республики Ради Фаридовича Хабирова. Он сказал, что культура – это 4 позиции. Это ценностные вещи, это воспитание, это межнациональное согласие и это патриотизм. То есть на самом деле культура это то, что объединяет, да, то есть это то, что создает общность между людьми. И мне кажется, что сегодня огромная база у нашей республики в культурном плане, высокой культуры, да, то есть мы не говорим только там о культуре развлечений, но именно высокой культуры, высокой драматургии, качественных театральных постановок, они должны на самом деле быть доступны для широкой публики, и мы хотим сделать так, чтобы следующий год был вот как можно больше показать нашу культуру, наши фильмы, наши спектакли, наши картины. И я думаю, что для этого задача в том, что культура – это ценностные ориентиры. И человек вот в культуре, да, он ставится всегда в центр. Самое главное – человеческая ценность, человек прежде всего. Поэтому мне кажется, что все наработки, которые сделаны в нашей истории, мне кажется, нужно привлекать и нужно его транслировать в новых формах. Проекты ваши новые? Мы объявили вчера на странице, мы долго думали, у нас были варианты сценариев, и все-таки наша команда, и мы приняли решение, что будем работать над проектом Шеймуратовой генерали и 112-й башкирской кавдивизии. Это проект пока мы заявили, да, то есть у нас нет пока сценария, мы его пишем, то есть это такая предпродакшн называется в кино, но это наш вектор, и мы в этом направлении будем двигаться.
Ну, мы будем ждать, точно так же, как и телезрители главного телеканала Республики. Еще раз повторим, дневник поэта.рф для тех, кто захочет помочь поддержать картину, вот автором Булата Юсупова в частности. Спасибо вам большое. Спасибо. Это была программа «Интервью», и сегодня с нами был Булат Юсупов, режиссер и один из создателей картины «Дневник поэта», которая посвящена Рами Гарипову. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.